Виталий Леонидович, с победой вас. Вам слово, пожалуйста, по поводу сегодняшнего матча. Так очень спешу, что команду пригласил к себе домой, да. Все, так что надо быстрее накрывать скатерть. Ладно. По игре, в принципе, была равная игра, считаю, что там, в принципе, мы не отходили от плана, потому что хоть и команды, наверное, рангом ниже, да, в принципе, что она в первой лиге играет, да, но мы все равно не отходили от своей структуры, в принципе, потому что следующая игра с Батэ, и много моделировали под эту игру с Батэ, и рады, что победили хорошего соперника, так что, в принципе, много моментов мы использовали, не сказать, что у нас их много, мы 4-0, наверное, так все-таки очень, наверное, все-таки громко, да, наверное, звучит, все-таки, я думаю, что, в принципе, тот же Крумкачи, как бы, также у них тоже не было много моментов, может, на один гол бы они наиграли, так что считаю, что была равная игра, но, наверное, у нас чуть-чуть выше было на данном этапе исполнительское мастерство, я бы, наверное, так сказал. Нет ли дополнительной какой-то ответственности, когда играешь с командой первой лиги, потому что если проиграть, то вызовет какой-то определенный резонанс? Мы с Малевичем проиграли, знаем, что такое, знаем, что резонанс очень серьезный, хотя команда выше лиги, да. Крумкачи и Слач, я считаю, что это все-таки, как ни крути, это дерби. Все-таки мы доказали это, да, когда в Молодечно мы только две команды вышли, когда в высшую лигу, там в высшей лиге играли, и в Молодечно показали, что все-таки, когда пришло там 4500, да, и там и много людей еще не попало, да, и показало, что это реальное дерби, и было интересно, но все равно, наверное, все-таки состав учредителей поменялся, наверное, такой не было. Чуть-чуть другая атмосфера, мне хотелось больше такое, знаете, какое-то соперничество именно в плане там вокруг этого матча. Наверное, так сейчас сложилась ситуация, что это было невозможно, и, конечно, хотелось больше эмоций таких сопернических, но уже, наверное, к сожалению, такого, наверное, с Крумкачами у нас не будет, так что будем ждать их в следующем году высшей лиги. Я думаю, что, надеюсь, что эта команда решит поставленную задачу. Сегодня болельщики и ваши, и наши проявили себя молодцами, дружно скандируют «Час быть разом». Вы согласны, что сейчас час быть разом? Вы знаете, я считаю, что вообще надо бы всегда быть разом, да, и хорошо вообще, как бы, когда, я вот честно говорю, мне очень приятно было, да, что когда болельщики устраивают перекличку, это красиво, это как-то. И в этот момент, да, как бы приятно слышать. Но мне сегодня хотелось, я еще раз повторю, хотелось соперничества. Именно такое, что когда Крумкачи там играли условно на том же Камбончике, да, там одна трибуна наша, другая Крумкачей, и там такой был драйв, такой ругательный. Сейчас, наверное, такое время, что пришел час. У вас, я тоже, опять же, по болельщиках, помню, 2-3 года назад было там, буквально 10-20 человек, сегодня уже на трибуны выходит больше, Ислач уже заявил о себе. Просто скажите, как у вас сейчас вообще положение в команде в финансовом плане? Не хочется терять такую команду, как Ислач? Оно, в принципе, нам очень сильно помогают наши партнеры, да, и, в принципе, в этом месяце многие обязательства свои выполнили перед нами, да, мы очень благодарны. И плюс трансфер Янсане нам в этом помог, так что у нас сейчас на данную минуту, я уже говорил, что задолженности по зарплатам в клубе нету, не только у футболистов, там, да, тренеров, а вообще во всем клубе, потому что все-таки у нас там 80 людей на контрактах находится, да, и плюс у нас 500 детей, и, и понятно, что сложно такая большая структура, да, иногда, когда есть такой дисбаланс финансовый, это тяжело управлять и так далее. Так что, в этом все вроде налаживается, так что надеемся, что дальше будет у нас так идти, но мы никогда не жаловались в плане того, что там, да, все ребята терпели и так далее. Так что, я надеюсь, что у нас все будет хорошо. Последний вопрос. Озвучьте свою мечту в этом сезоне с командой. В этом сезоне? Знаете, мечты, наверное, всегда их. Одну вот такую выбрать, наверное, мне все-таки сложно. Но не могу даже сказать, потому что
Ну, конкретно в этом сезоне. Вот. Не знаю, вот честно говорю, не могу, потому что столько всего хочется много. Мы так люди привыкли уже, да, нас, ну, как бы хочется всего много. И вот на одном каком-то моменте не хочу останавливаться, честно говорю. Мечты очень много. Мечтать не время. Спасибо большое. Спасибо за вопрос.